Павел Федотов. Самая лучшая мама на свете, Елена Аркадьевна. Президент Всемирной Федерации ВФ Глобал Руслан Кудермышев. Основатель и генеральный партнер минеральной воды Памир Ильдар Сулайманов. От лица организаторов хочу выразить огромную благодарность за столь теплый прием. Мы пришли слушать наших гостей, нашу чемпионку. Сразу же слово неповторимой, самой красивой и самой лучшей Валентине Шевченко. Добрый день, спасибо за то, что вы все сегодня здесь. Это так круто видеть вас, чувствовать вашу энергию, прикасаться к вам, это классно. Спасибо, спасибо, что вы такие любители боевых единоборств, спорта, за вашу любовь, за вашу поддержку. И хочу, чтобы вы знали, каждый раз, когда я выхожу в октагон, каждый раз, когда я защищаю титул UFC, я знаю, что ваша энергия, ваши пожелания, вы со мной. Спасибо большое за вас, спасибо, что вы есть. Спасибо. Еще раз. Еще раз большое спасибо. Ребята, есть честное слово, очень приятно. И для меня, вот многие меня всегда спрашивают, какая моя мотивация для того, чтобы продолжать заниматься спортом, продолжать выступать, продолжать каждый день бороться с собой, на тренировки каждый день приходить. И я всегда говорю, что вы — это самая большая мотивация, потому что видеть сегодня все ваши лица, какие вы красивые, какие вы радостные, вы стремитесь, чтобы улучшить себя, вы стремитесь к знаниям, вы стремитесь к чему-то новому, интересному. И это очень мотивирует, это заряжает энергией. Поэтому я всегда говорю, вот после общения с вами, это такой мощный заряд энергии, что он просто длится так долго, и я знаю, что следующий мой бой, он будет просто нереальным, таким крутым, потому что вы его зарядили вашей энергией. Спасибо. Спасибо большое. Ну, я думаю, пару вопросов из зала от ваших фанатов. Есть желающие, да? Самый сложный бой, это больше для меня определяется не только самим боем, который был 25 минут в октагоне, в восьмиугольнике, а именно подготовка к нему, именно как я готовилась, какие трудности были на пути. На данный момент я бы сказала, что каждый бой является очень сложным, потому что это разные соперники, разная энергетика боя, но я думаю, когда вот завершится карьера, не скоро, совсем не скоро, тогда я точно смогу определить, какой был самый сложный. На данный момент, я думаю, все еще впереди, но я буду готова к этому бою, потому что я каждый день к нему готовлюсь. Здравствуйте. Здравствуйте, Валентина Анатольевна. Добро пожаловать в город Ош. И мой вопрос. Как вы знаете, вчера на UFC 269 Джулиана Пеня забрала пояс у Аманды Нунес. И сразу же после боя на пресс-конференции Джулиана Пеня сказала, что собирается спуститься на ваш дивизион для рематча против вас. И мой вопрос... Я поняла ваш вопрос. Да. Вы, наверное, журналист университета, правильно? Нет? Но на самом деле, да, это очень актуальный вопрос. И я всегда говорю, с Джулианой мы уже встречались. С Джулианой мы встречались несколько лет назад в бантамвейт, весовой категории, которая выше является. Я держала победу болевым на руку. Я, как боец, как чемпион,
Я хочу драться с лучшими. Всегда это был для меня мой приоритет. Только лучшие, только самый-самый из самых. И поэтому, хочет она спуститься, у меня ответ один. Добро пожаловать. Здравствуйте, меня зовут Элиза. Достаточно ли одной тренировки для достижения успеха? Какую цель вы ставите для достижения успеха и что надо делать во время боя, если будешь мандраж? Ну, на самом деле это очень правильный вопрос, потому что нервы и вот этот мандраж перед боем, он всегда есть, был и будет. Никто от него не застрахован. Он единственный рецепт, чтобы более или менее контролировать это чувство, это чаще драться, иметь больше опыта, чтобы вот этот именно соревновательный дух, он стал таким натуральным, когда ты уже не только можешь контролировать свои эмоции, но и знаешь, как это сделать. Потому что чем меньше опыта, тем меньше человек может контролировать это ощущение, тем он просто не знает, как с ним справиться, и это приводит к ошибкам. Я думаю, это везде так, в вашей профессии, какую бы вы ни изучали, это то же самое. Больше опыта вы имеете, более качественным специалистом вы становитесь. И то же самое в единоборствах. Это везде один и тот же закон. Поэтому мой совет для всех спортсменов, любой человек, который занимается и осваивает новую любую профессию, это вы должны иметь как можно больше опыта. Чем больше опыта, тем качественнее и лучше вы как специалист. Здравствуйте. Я рад вас видеть, Шевченко. Я вас уважаю. И мой вопрос. Когда у вас был первый переломный момент, и вы когда-то любили? Второй вопрос. Спасибо. Переломный момент в моей карьере, вот мне правда сложно ответить на него, потому что у меня никогда не возникало желания бросить, у меня никогда не возникало желания оставить и просто опустить руки. Никогда. Наверное, это складывается, потому что моя семья, моя мама, она в первую очередь всегда меня поддерживала. Моя сестра старшая, Антонина, она всегда меня мотивировала. Мой тренер Павел, он всегда знал, и у него всегда есть правильные слова, которые именно коснутся сердца, коснутся души, и как бы у тебя открывается новая как бы энергия, желание делать то, что ты делаешь, с наиболее качественным результатом. Поэтому у меня никогда не было желания оставить, потому что, я не знаю, это, наверное, мое предназначение быть человеком боевых искусств. Поэтому все, что я это делаю с большой любовью и с радостью. Здравствуйте, Валентина. Во-первых, добро пожаловать к нам в город Ош и в наш университет, Ошский государственный университет. Мы знаем вас как один из лучших бойцов нашей планеты. Поэтому, если бы я не была спортсменом, то, наверное, бы я была спортсменом. Поэтому это однозначно. И второй вопрос, бывали ли у вас моменты, которые вы теряли в себя веру? Никогда. Знаешь, было сложно, трудно. Я знала, что были такие моменты, когда вот, просто тяжело тренироваться, тяжело собраться с мыслями. Но моя команда, люди, которые меня окружают, они всегда вселяли в меня именно это чувство, вера в себя. Потому что без веры в себя невозможно сделать ничего. Если вы в себя не верите, это неправильно. Вы должны верить в себя. Неважно, на каком этапе жизни вы находитесь. Опыт, он приходит. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, Валентина. Я вас хотел бы спросить, у меня два вопроса. Когда вы получали пояс чемпиона UFC, у вас какие эмоции были? И вторая, можно вашу подпись?
Можно подпись, пойдем. На второй вопрос ответим сразу. Эмоции были очень сильные. Мой бой, он был несколько лет назад, когда я получила пояс чемпионки. И, конечно, в первую очередь, это гордость. Гордость за мою страну, гордость за мой народ, гордость за вас. Спасибо за твой вопрос. Слова настоящего патриота своей родины. Как и договаривались, вопрос слева. Подождите, пожалуйста. Спасибо. Хорошо, давайте подождем. Здравствуйте, Валентина. Вот у меня такой вопрос. У вас очень много опыта в тренировках, в боях, у вас яркие нокауты, у вас отличные бои. И у вас половина сабмишн, половина нокаутами. Вот недавно посмотрели бой Дастина Порье против Чарльза Оливейры, и там чемпион победил сабмишном. И доказал, что бразильский джиу-джитсу может победить стойку. Вот это частый вопрос среди смешанных единоборств. И вот именно для вас, вот у вас много опыта, я хотел спросить, что для вас важнее в ММА, борьба или стойка? Стойку можно победить субмишином. Субмишин можно победить стойкой. Здесь очень все легко. Боевые единоборства, ММА, смешанные единоборства, это универсальный вид единоборств, где не нужно давать какое-то предпочтение стойке или партеру, потому что здесь все равнозначно. Боец сам определяет для себя, какое ведение боя для него более подходящее. Стойка, борьба или партер. Это все зависит от человеческих качеств. Это не значит, что джиу-джитсу победил, допустим, в данном бою Порье против Оливейры. Это не значит, что джиу-джитсу победила стойку. Это значит, что Оливейра победил Порье. И все. То есть это единоборство, где нужно быть универсальным бойцом. Где ты, как боец, должен знать все. Если у тебя какая-то дырка в борьбе или в стойке, то это нужно срочно поднимать уровень, потому что уровень, который в UFC, уровень бойцов, которые там, ошибок не прощают. Здравствуйте, Валентина. Мой вопрос на английском языке, so I heard that and you can speak English very well. And the first of all, I would like to thank for your coach, Pavel Fedotov, and your mom. And my first question is, in last night, Amanda Nunes unfortunately lost by Juliana Pena, right? And in your career, and you won Juliana Pena, as far as I know. And what is your next step? So, and would you like to fight with Juliana Pena in future? So, and her weight is bantamweight, and your weight is flyweight division, right? So, and I would like to success in your career. Thank you. Thank you. Do you want to answer in English or Russian? So it doesn't matter, and you can answer in Russian or in English as well. Окей. Я начну с русского. Вопрос был про Джулиану Пеню, значит, готова ли я драться с ней в будущем. Отвечаю, что я готова драться с любыми соперниками. Для меня как для чемпионки в моей весовой категории не важно, кто это будет. Я всегда стремилась драться с бойцами высокого уровня и наивысшего класса. Если она хочет спускаться вниз, пожалуйста, я здесь. Я знаю, как она дерется, я дралась с ней. И для меня это нет проблем никаких. Вот вы сейчас все учитесь в университете, в институтах, да? И сколько лет? 5 лет, правильно? Чтобы освоить новую карьеру, чтобы выучиться и быть специалистом в каком-то деле, правильно? И вот если вот таких отрезков посмотреть по 5 лет, их может быть очень много. Поэтому человек, он должен быть разносторонним. Его профессия не заканчивается на чем-то одним. То есть он не обязательно специалист только в одном деле. Он может быть специалистом в разных сферах, совершенно в разных знаниях.
Поэтому для меня, как для спортсменки, это не ограничивается. Для меня всегда стоит задача изучить что-то новое, освоить что-то новое, быть разносторонним человеком, быть разносторонней личностью. Поэтому для меня не нужно выбирать спорт или что-то. Я хочу, чтобы в моей жизни спорт, он был на равных правах, так же, как, допустим, танцы. Спорт, так же, как спорт, стрельба, практическая стрельба. Спорт и путешествия. Спорт и изучение языков. Поэтому не надо ставить себе преграды, не ставьте себе блок, что если я специалист в этом, все, моя жизнь заканчивается, я не хочу изучать ничего больше этого. Нет, не ставьте себе, идите дальше, совершенствуйтесь. И это всегда поможет вам в вашей карьере и откроет вам новые горизонты. Поэтому не нужно создавать себе пределы. Идите вперед, только наверх. Спасибо. Поделиться. Сегодня мой первый день практики как журналистка, и я очень рада, что свой первый вопрос задала я вам. Спасибо большое. Спасибо огромное залу за вопросы. На правах модератора я бы хотел, мне сюда принесли благодарственное письмо 17-кратной чемпионки мира по тайскому боксу, 6-кратной чемпионки мира UFC Шевченко Валентине.